Всем привет из солнечного Крыма, 6 мая. Сегодня велотур из Орджоникидзе в Коктебель и на тропу Грина. Плюс 22, чуть-чуть ветрено. Сейчас встречаемся с товарищами, едем на тропу Грина. Расклад такой сегодня. Сейчас здесь на повороте на Коктебель должны встретиться вместе, поехать. Что там сзади? Мотоцикл едет, пускай едет, пропустим. Поворачивают. Так, что-то его еще не видно. Что, пройдем туда? Дальше чуть. Ну, пока его нету, да, не видно. Сейчас где-то здесь станем. Ох, тут такие эти теперь. О. Может, он там на остановке? Да нет, что бы он на остановку бы ехал. Сейчас, короче, посмотрим. Можно и развернуться. Не, нет его на остановке. Поедем назад сейчас. Все-таки он будет меня ждать здесь. Сейчас здесь на повороте стану. Вечно пьяный. Сейчас станем здесь на повороте. Никого там сзади нету, а вот здесь сейчас в кармашке станем. Никого нету. Вот здесь сейчас станем. Постоим, подождем его. Сколько там на часах у нас? 15:28. Сейчас должен подъехать.
Сейчас подъедет. Можно откатиться назад, поставить здесь велосипед, чтобы не держать знак. Вот. Ой, тихо, вот так. Вот здесь знак возле знака ремонтной дороги. Ага. Он со стороны Феодосии спускается сюда, едет. Ага. Настроили. Нормально. Нормально. Заехали в полчаса в ту сторону. Ага. Ну так, чисто обзорно посмотрели. Ага. Как дворец уже закрылся, мы просто выехали. Ага. Я работал, у меня работа, блядь. Еще завтра плюс. Я уже, короче, когда отдых такой. Не очень. Все быстро, да? Ну, видишь, у меня получилось так, что там здесь, когда я могу, подмениться, я не могу участвовать, то есть как бы, а здесь у меня моя партнерша тоже уехала отдыхать, сука. Ага. Это раз, и второе, как раз там тепло прощально, только на мне запах, она не может меня заменить. Если Ага. она меня может заменить, я как бы, ну нахуй, я ничего не отвечаю, ничего не включаю, Ага. телефон включаю. А если только со мной. Плюс мы заходим там в новые темы, Ага. и там тоже на мне завязано. Ага. На севере. Я у тебя тоже, да, люблю? На севере, блядь, Тюменской области. Ага. Я вот в апреле месяце вот там херачил на севере вместо юга. Я здесь. А у меня как бы, ну, наш там еще один партнер, он уже сюда на север, ну и как бы теребит, что надо дальше двигаться, там время, сроки, ну, контракты Ага. как бы мне вообще летом-то еще не сорваться. Если вдруг пойдет что-то не так, то придется там находиться. Ага. Но я надеюсь, все нормально будет. Ну да. Вот, и плюс сейчас еще там один тоже контракт вышел, ну, точнее, заявку надо подать на участие в одном аукционе, Ага. Газпром нефти. Ага. Мы его знали несколько лет, но он, сука, он ни раньше, ни позже на празднике вышел. Я. Там тоже кроме меня никто не сделал. Вот это, конечно, сильно мало-то об этом думает. Ну да. Я и даже этот, Ну а что делать? ну, стараюсь, когда я, в принципе, ну, сегодня, конечно, там и суды у меня есть, и суды, это как бы, ну, скажем так, да, это важно, это нужно, но у меня есть подстраховка, у меня же есть там штат юристов, Ага. они как бы отрабатывают тоже. Я подключаюсь, но я же сам не пишу там, и как бы без меня могут дать там, ну, как бы разрешить, или отложить, ну, хотя бы там что-то там. А здесь вопрос точно только на мне, блин, это как бы вообще ответственно тяжело. Угу. И плюс еще есть некие моменты, которые ждут моего согласования. Пока я не согласую, не подпишу, они не будут, потому что они там через мои госслужбы подпишут, и пока я вам не скажу, они не смогут сделать что-то. Ага. Ага. А везде же сроки есть. Ну да. Короче, работай полным ходом. Дофига, да? Как не хватает. Я сразу прилечу, говорю, пару дней и в Москву. На день в Москву, там у меня 8 людей в Казани в один день, 8 процессов. Нифига себе. Не-не-не. А вернусь только, вернусь ночью 14, 13 14. А через, там меньше, чем через неделю опять улечу, дня на 3-4 там еще там. Ага. И так далее. Потом, наверное, надо все равно ехать на этот север гребаный. Лучше здесь, да? Блин, я рассказывал, что мы там были. Ну-ну. 16 апреля я там были, 16 допустим. Ага. Там, блин, этот. Вау,
с крыши полностью снегу. Ага. Ну это вообще капец. Мы ехали туда еще дальше на север. Зимний, даже асфальта нету, просто этот снег. Ага. Это, считай, вторая половина апреля. Да. Ну конечно, там нифига себе. И Там он был на той неделе. пока. На той неделе он вот скидывал фотку мой партнер, товарищ. Ага. Там снега, ну чуть меньше стало, ну что такое. Ну там, по-моему, до мая, до июня. Нет, до июня, да. Нет, Да. знаешь, думать, а надо ли оно вообще? А как иначе? Ну да. Там деньги есть. Да, Причем, да. знаешь, там это, лопатой крутить. Ага. Если ты хочешь работать, работай и все. Оно просто валится. Ну, суды в основном в плюсе или так, что-то выигрывать, а что-то нет. Это не по судам, это другая тема. Там другие, то, что тут заявка, которая это тоже другая тема. А суды, знаешь, как бы по-разному, они длинные все. В принципе, ну, И на полгода, и на год, да? и дольше. Ага. В принципе, где-то есть плюсы, где-то есть минусы. Ага. Ну, то есть, не всегда получается выигрывать, да? Нет, конечно. Бывает, знаешь, что люди какая есть тема? Ты выиграл, а взыскать. Ага. Взыскание идет какое-то. Ага. Ага. Или, допустим, ты еще какой-то судебный акт, там, допустим, по вопросу, там, да, что ты подал на вопрос, да, там, обжаловал, сделал, еще что-то сделал. А обратно как? Ага. Все это, допустим, не будешь ты в рукописную массу. Деньги взыскать, ну, это как бы тоже не так. Ну, понял. Ну, как бы, у меня листок исполнительный будет, во, только пристав ничего не взыскивается. Если бы я просто сейчас бы просто все листы, которые у меня есть на исполнении, если бы их просто удовлетворить все, ну я мог бы здесь хорошую какую-то виллу или построить. Ага. Ну, лет 5 точно о чем не думаю. Нормально. На велосипеде кататься. Да, я думаю, вообще если можно дольше не напрягаться. Ну так. Ну, несколько лет точно вообще как бы это. Ага. То есть там десятки миллионов. Капец. Вот это проблема. А это все очень долго. Найти клик людей, у которых, в принципе, есть, которые, как бы, скажем, в силу течения обстоятельств попали в эту ситуацию, когда отходятся. Ага. А есть люди, кто умышленно это делают. Просто чтобы... Специально, да. Раз такие. У нас денег нет, все, до А свидания. деньги есть у них на самом деле. Вот Ну надо да. найти, где они, что и как. Это же. Ага. Они убегают, ты догоняешь. Ага. Ну и так далее. Там очень много вот это как бы оно где-то в уголовной правовой стезе, где-то еще как-то что-то. Угу. Всякие разные. Ну, вы занимаетесь вообще чем? Больше какая у вас, в какое направление? Вот изначально мы создавали, я работал в налоговой, начальник отдела выездных проверок. То есть создавали компанию, как и налоговый центр налоговой помощи. Мгм. И занимались только налогами. То есть обжаловали акты, решения, заполняли декларации, вели бухучет, консультировали, оптимизацию налогов. Там, ну, так все вопросы налогов. Печати делали, регистрировали, ликвидировали, кассы. Ну все. Мгм. Сейчас это все тоже есть. Но в связи с тем, что сейчас как бы тоже все законодательство ужесточили, перспективы выиграть в судах налоговые, их вообще, можно сказать, нет. А, То есть налоговая вышла на проверку, да зачислила налоги. ага. Ну, в процентах 80 они как бы правы. И вот видите, если раньше там было, знаешь, там 50 на 50, ну, 60 на 40, то есть как бы мы этим пользовались и зарабатывали, как бы хорошо зарабатывали, гонорары хорошо зарабатывали. Ага. Мы вообще шоколадные времена были просто. То есть мы столько тем провернули в свое время. Вот это оттуда и был у меня как бы, ну, вот это все, что заработали. Старт, да? Старт, да. Ну, вверх. Я купил там, я считаю, и офис все купил в центре Тюмени. Ага. И землю, и квартиры, машины и так далее. Ага. Ну, нормально все было. Сейчас, конечно, не так, и мы потихонечку перепрофилируемся Угу. на общегражданские там дела, там, на арбитраж. Ну, простые там, на взыскание задолженного, на банкротство, на субсидиарку, Ага. на всякие там строительные споры и так далее. То есть, ну, где-то уголовно-правовая там уже стихия. Мы, конечно, не адвокаты, но За нами вертолет! Хвост, хвост! но по нашим клиентам бывает и это тоже делают. Ага. И так далее.
где-то есть там проистекающий салон клиентов, кто наработали много за эти годы. Ага. И они, у них тоже есть. Конечно, у многих есть штатные юристы, да, возникает вопрос. А где-то приходит, знаешь, уже заниматься таким специфичным образом. Допустим, прошлый год мы должник у нас был один, наш клиент должник. И вначале мы там где-то займы мы давали. Вот у нас раньше вот у нас свободных денег достаточно было. И мы как бы брали свободные деньги на небольшие сроки, давали под высокий процент взаймы. Ну типа микрофинансовая организация. Ну вот он знакомый, конечно, типа там, кого мы знаем. Процент выше, чем банки, вот что быстро сразу. Кому надо вот срочно деньги перехватиться. Допустим, как бывает, контракт выиграли без авансирования. Сейчас надо закупить материалы, поставить рабочих. Вот они у нас брали на эту начальную стадию. Быстрый контракт выполняли, с нами рассчитывались. Мы получали свои проценты. А были случаи, когда, естественно, это же дело рискованное. И были осечки. Вот допустим, я говорю, мы приходим забирать там имущество, какой-то там транспорт, спецтехнику. Вот в том году в очередной раз, я говорю, забрал спецтехнику. Так мы в том году дороги ремонтировали. М12 строили. Нифига себе. Москва, Казань, Екатеринбург. Да? Нифига себе. Мы на участке под Канашом перед Казанью. Там наша техника работала, потом под Екатеринбургом работала. Потому что, ну как наша, она стала нашим в процессе. Она там работала, правильно, соответственно, взяли, переоформили. И она дальше стала зарабатывать уже нам. Мы у человека забрали за долги, но он же по контракт выполняет. Ну, еще осталась техника. Мы часть забрали, часть оставили. Но чтобы не снимать, соответственно, дальше зарабатывают. Так. Нормально. По-разному, кстати. Как бы где-то еще что-то. На севере там бывает прилет. Так, что, по трассе поедем или сюда свернем? Как скажешь. Да мне все равно. И так далее. Что? Ну, как скажешь. Давай, чтобы все время не ехать по дороге. Я не знаю, кто. Да, вот сейчас сюда, здесь вот сюда. Налево. Не, там уже все, они там еще. Поедем по грунтам. Сюда. Ух ты. О. Проедем чуть по грунтам. Ну а ты когда приезжал, вот когда ты приезжал зимой, да? Ты на нем ездил? Нет, я живу в октябре его, он вот. Вот я когда привез? А, да, я в октябре привез. Подожди, да, я отправил транспортную компанию в октябре. И она начала косячить. Как выяснилось, только не она косячит, не батарея, а вот там внутри. Все, я ему отдавал, так чуть-чуть проедут, он вставал, я ему отдавал, он делал. Ну и все, я уехал. А потом этот, в феврале тоже самая такая же история. Вот сейчас вот это. То есть я катался когда с тобой в августе? Да. Когда Да. И вот сейчас вот и все. Я понял. Вот когда вчера, в пятницу, перед этим я коснулся. Да, вот что-то мне понравилось. Там вот такой оба. То есть я его еще не выкатил. Да. А так в Севастополь, мы, значит, короче, заехали в Севастополь. Там у него двоюродный брат живет с семьей. Мы к нему, потом что-то немного прогулялись, тусанулись, нашли гостиницу, заселились, у него настали, брата знакомая квартира. Все, в субботу сходили на 35-ю париковую батарею. Прикольно, да, там. Да, там такие объемные экскурсии, да. Там столько всякой техники, да. Камни. И вечером, до вечера были в Севастополе, вечером переехали
в Ялту, в Ливаде. Ага. Там, оказывается, сходили по набережной, поужинали, Ага. заселились, нашли гостиницу. Ага. Ну, я уже в ней жил, в том году. Ага. Ну, ездил. В Ливаде прям. А, да? Ливаде. Да, в Лиду. Ну там есть, да, там, да. Вот в Песене, ну что? Ой, и вот сегодня, короче, я никуда не пошел. Я начал работать, сидеть. Так чуть не прогулялся Ага. до обеда. Потом мы с отеля выехали. И поехали на Айпетрис со всеми остановками. Водопад, А, ну и чё? Черепашье озеро, беседка, серебряная. Там же ж обновили Черепашье озеро, Да, да, там серебряную беседку, Да, там всё обновили обновили. все. пофоткались, погуляли, Да. на Айпетрис поднялись. Ага. А потом А что там, кстати, дорогу делают. делают? Ну ее только до водопада еще сделали. А, ну нормально все равно. А потом этот... Нормально там все, как я правда мотался, там улица. А потом решили поехать, знаешь как? Я так никогда не ездил, первый раз ехал. Ну. Туда прямо в сторону Бахчисарая, какой-то Сайпетри, знаешь? Дорога там. через- Есть, на Петре поднимаешься и поехал прямо. Я знаешь, что делал? Че? Я бы вел взять там сверху, потом там такой же крутой спуск, Да, не меньше, чем знаете, до Ялты. да. Там прикольно, я Он когда такой езжу, снизу, да? там, не, я на Петре поднимаюсь и спускаюсь потом чуть вниз, до, чуть ниже серебряной беседки. Не. Поднимаюсь наверх, там все дела, потом еду назад также. На этом веле, да? Спускаюсь, да, ниже серебряной беседки и ухожу в лес и по тропе ягодка. Да? По ягодке. Да. Ягодку я по ней ездил. Вот, А ты как-то там она размечена? да, там, ну так нормально уже, там все эти деревья, метки там везде. А ты знаешь, что там так просто нельзя ездить? А? Там все заповедный Крым, там все эти ограничения, там охрана стоит. Нет, по тропе ягодки можно, это ж велосипедную они сделали одну. Ну вот по ягодке я спускался тогда, год два назад, когда вот первый раз пробовал. Дунаева, мы стояли, А, знаешь, ну знаю, да. выводов, Саня, вот эти все. А, ну они там обезбашенные, там они вообще Ну я вот когда там до Лункина туда как раз катался, летают там. но я как не летал, ну я с ними проехал. Ага. Не, я в спокойном темпе Надо было взять спускаюсь. вот туда, в ту сторону Балаклавы, можно вообще даже так. Ну а чё, 30 спускаться, тут там дофига. ну ты туда спустился, а потом чё? Что, забросил, да поехал дальше. Не, ну да, не, я в сторону Бахчисарая ни разу. Не ездил. Угу, Я летом поеду съезжу. угу. А по ягодке я там один разберусь, и так где ехать. Ну думаю, да. Там не ошибешь, что вниз увидишь. Да, все равно ты спустишься в самый низ на дорогу на Гаспру. А ты, получается, поднимался на велосипеде, спускался, тебе хватало и времени, и заряда? Да. Но это тебе надо вторую брать батарею, если Я ты же её- хочешь подняться и Видишь, спуститься. Я не знаю, ты не ищешь вот таких прям. Кто? Ладно, я думаю, плачу за нее. Руслан, это кто такой? Ну они, А, типа у них по электросамокатам, а, понял. такой мужичок. Да самому надо купить тебе, да и все. Что там через кого-то Ну, как-то. Я, короче, если он мне там до середины июня ее не найдет, надо заказывать, чтобы она мне к июлю туда пришла, иначе я обломаюсь. Да что искать? Вон они есть. Что он там ищет? Он, видишь, говорит, я ее соберу, А, он соберет. она будет стоить там. А, да неизвестно, что он тебе еще соберет. Лучше купить оригинальное и все. Что он там тебе соберет какую-то китайскую батарею. А это ты купишь оригинальную и все. А? Я вот там нет. Ну я ж тебе скинул ссылку. Там открывается ссылка просто на YouTube. Ну и пишешь Я имею в им. виду, какую надо мне. Этот Bosch 500 батарея, ты ему фотографию скинь, и он тебе скинет. Bosch 500. Есть Bosch 500, Bosch 400, Bosch 625 и Bosch 750. Последняя.
Вот тебе надо 500-ю. Тут камни надо тише ехать. Не спешить. А что у тебя после падения сильный вот страх не боится? Да потом поездил и потом нормально. Первое, конечно, время было так стремновато, непривычно. Опа, вот и озеро Бараколь. Засохшее озеро. Погнали. Оп, машина. Куда им, туда? Туда. Нам в ту сторону. А? Да куда едем? Насквозь все весь теперь или нет? Не, перед заправкой направо.
Бельсити. Ветрено, но тепло. Здесь направо, да. Здесь, да. Давай переставим, да, чтобы потом ты смог доехать на своей. У меня, знаешь, прикинь, уже типа 3 осталось. Сколько сейчас? Три деления, да? Хотя я по факту проехал 20. Сколько? 20. 20, ну правильно, вот 3 деления это на 20-30 километров где-то. Так, фары выключить надо уже. Все, аккумулятор для фар набрал, включить туда. А проедут. А я недели 2 назад ездил в Зеленогорье, есть такое. Да, я видел по трассе, да? Что там прикольно? Да, озеро такое небольшое. А, это туда дальше, да? За морским. Там тарзанка еще, да? Да. Ну, веселое морское и потом из Зеленогорья. Отсюда прямо? Не, меня туда машина отвезли, и я оттуда потом ехал. Сколько ж получилось? 70, по-моему, 5 или 76 километров. Вообще.
Там такие серпантины, что тут вверх, вниз. Красота. Погодки, секундочку. Угу. Попить водички можно. Там нигде источников нету у тебя? Не. Нету. Так я это. Экономить надо воду. Я воды-то не добавил тоже. Да я чуть-чуть тоже взял. Да сейчас особо. Подальше у дерева остановись где-нибудь, подписывай. А там где-то дальше станем. Фу, да. О, сразу. Вес, да? Ну да. Тренировка такая. Все строят и строят. Что за музыка? Парк? Тут-то конкретно идет стройка, да? Да. В этом году Коктебель жопа. Коктебель, да, его нет, считай. Да. Все будут ездить в Феодосию, в Орджоникидзе. А типа дорогу тоже строят? Где? Дорогу тоже. Вот это? Да, это такая она и есть. Что тут строить? Тут особо ничего и нету. Там дальше какая-то база с этого, скажи, а? Военных? Нет, не военных, как она перерабатывает этот, как она, канализация, как она, да. Я на тропу Грина ездил месяц назад, когда еще там все было серое такое, унылое. А сейчас там зелень, все такое. Она где начинается? Вообще, она начинается со старого Крыма. Там же домик этого, кто он там был, писатель, чи кто он там был, поэт или писатель. И вот там его домик, могила его, и с той стороны она якобы начинается и идет сюда в Коктебель. Но вообще она идет в конец Коктебеля, надо ехать и там где-то поворачивать на Виноградники. А эта дорога типа как она, второстепенная, не второстепенная, кто его знает. Ну мне показали ее, это ж мы с пацанами, ты вот уехал, и ее мне показали в сентябре. И я потом сам поехал второй раз, потом третий раз, в этом году вот ездил. Ну. А на квадрике там не проехать? Ну, в некоторых местах нет. Это посмотри. Ну, посмотришь, да. Там дело в том, что в одном месте там надо переходить, перелазить через яму. Квадроцикл там, не знаю как там. И еще в каком-то месте тут тоже там. Квадроциклом, я думаю, можно заезжать с другой стороны. Вот там, где в конце Коктебеля, там какая-то есть дорога через вот Виноградники на эту тропу. Вот там, да. Но это по карте надо там смотреть. Надо будет мне как-нибудь съездить в разведку. Здесь я ездил, это я спуск
вот если с горы Климентьево вот так вот ты спускаешь, огибаешь ее, Да. и туда выходишь. Да. Здесь я ездил, вот так вот, А, на квадрике. ага, На велике я там ходил как бы через Анниково, ага, а на квадрике здесь. ага. Теперь. Я когда еще меня не было, то велосипеды, знаешь, что делали? Жена меня, даже с ребенком, с сыном старшим, на безопасность куда-нибудь закидывает на машине. Ну, Все, и мы это, оттуда стартуем, он спускается, и здесь сюда нас подбирается к тебе. нормально. Потом ехали, поднимались сюда, вот, в сторону Судака, как нам вот наверх, на самый подниз. Все, оттуда нас посаживали, опять спускались до низа, до, считай, до почти до Механома. А, нифига себе. Ага, Такие делали. На обычном веле. ага, ага. Ну, на обычном веле, да, надо, чтобы постоянно тебя закидывали куда-нибудь туда-сюда, наверх. Видишь, тут какие-то эти очистные сооружения. Да, конечно. Дальше там места там есть. Тут он целый парк у них машин. Да. А вот эти тут два или три, блин, дома, кто их тут построил раньше и для каких целей, если тут рядом ничего вообще нету? Может, какие-то жили рабочие, типа построили, выделили для рабочих там виноград или что там. Потому что среди такого этого три, блин, дома. Или коммуникации, кстати, были, что ли? Ну вот непонятно. Знаешь, что коммуникации? А может быть здесь планировалось с микрорайона и только начало было? Ну может, а потом что-то раз и все. Ну или где-то при Советском Союзе уже Да, хуже. да, наверное. Наверное, что, возможно, хотели и уже и не успели. Ну может, да. Наверное, там было 50 на 30. Да, по-любому. Буду привозить, может, на дубе нет. Вот тут бля вообще старое все, разбитое все. Не знаю. Ну и живут, да, вот видишь, он белье висит. Ну а что, если на халяву досталось, раз, район такой. Так-то тихо здесь. Ну да. Спокойно. Типа как дачный домик за Коктебелем. Так вот мы в сентябре ездили, нас было человек 7. 8-7. Прикольно. Да. Вы на обычных были, да? Да, все пацаны были на обычных. Короче, они за тобой не успевали. А я ж ехал так, ну, чтоб они нормально себя чувствовали. Проводниками, да, чтобы они не стремали. Да. Раз, Они еще меня подкалывали там. А я им говорю, а я включил эко-режим, еду на эко. Понял? Так что... Вот тут. Я не помню, чтобы тут был асфальт. Или был он здесь.
что-то там есть, осталось тянут дорогу. А? Что-то там есть. Нету. Ничего там нету. Виноградники. А хер его, что они там делают? Что-то возят. Кто его знает, что. Что-то возят. А может, мусорка. Возят туда мусор. Кто их знает. А тут уже ветра нету. Хорошо. Потом. Так вот, я не помню, здесь не было асфальта. Заасфальтировали. Да, я тебе говорю, тут не было его. Это видно, остался лишний. Вот там, где они дорогу делали, наверное, лишний остался, и они решили. Есть населенный пункт, раз они делают. Да, ну там какой населенный пункт, что там? Пару, блин, домов. Там нету ничего. Ты как от собак отбиваешься? Никак. Просто едешь быстрее. Либо быстро, либо торможу и они там бывают перестают, а вот бывают такие, что нет. А что? Я буду заставить, если у вас собаки. Да, вот эти бродячие. Причем не угадаешь. На самом деле есть такое спокойно, а есть. Да, есть такие, что капец, блин. Такие прям все прям мечутся, бегут за тобой, чуть ли не кидаются в ноги. Да есть всякие ж там пугалки на этом Wildberries, там еще там где на Озоне. Раз и второе. Здесь ты просто успеешь достать. Ну надо, чтобы она у тебя где-то была в кармане. Раз. У меня есть видишь, ноги прицеплены. Я на эти, на контакт. А, ты на контактах? Я не могу по-другому, мне нравится. Да? А я наоборот. Не люблю на контактах. Так, ну что, где-то станем? Да. Посым. Уже никого тут нету. Я сейчас тоже. О. Опа. Где? А,